Облавы все-таки были, правительству не удалось отвертеться и пришлось признать. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. В Таджикистане 11 человек наказаны за то, что устраивали облавы на призывников. Офис уполномоченного по правам человека Таджикистана сообщил, что в прошлом году военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело в отношении 11 сотрудников военкоматов и местных чиновников города Куляба, Васейского, Шахристанского, Гисарского, Ражского, Шахмансурского и Ишкашимского районов, района Кушаньон и военного комиссариата Хатлонской области за превышение служебных полномочий. 9 из них работники военкоматов, остальные сотрудники милиции и зампредседателя сельского джамоата. В офисе омбудсмена, в частности, отметили, что в прошлом году работник военкомата Васейского района вместе с сотрудником местного ОМВД и заместителем председателя сельского джамаата в ходе облавы избили призывника. Как стало известно, молодой человек уже отслужил в армии. Несмотря на это, его задержали во время облавы и жестко избили. Врачи дали заключение, что во время избиения у парня было порвано ухо. После проверки было возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий, которое было передано в суд, сообщает омбудсмен Таджикистана. О том, какие наказания получили фигуранты уголовного дела, не сообщается. Юристы офиса уполномоченного по правам человека Таджикистана отмечают, что только сотрудники милиции имеют право задержать и доставить в военкомат от уклонившегося от службы призывника. Призывной сезон в Таджикистане сопровождается громкими скандалами почти каждый год. Призывники не хотят добровольно идти в армию, а правозащитники называют главной причиной массового уклонения от службы дедовщину. Начиная с 2015 года в вооруженных силах Таджикистана в результате насилия погибли 10 солдат. Власти редко признают применение практики облавы для набора новобранцев в армию. Чиновники Минобороны заявляют об увеличении числа добровольцев, которые хотят служить Родине, а в соцсетях все чаще публикуются традиционные видео облав на молодых людей призывного возраста. Уполномоченный по правам человека заявляет, что для искоренения облав необходимо повысить у граждан чувство патриотизма, улучшить качество занятий по военному делу в школах, принимать меры в отношении родителей, которые скрывают своих детей в период призывного сезона. Правозащитники, в свою очередь, считают, что необходимо лишь искоренить дедовщину и неуставные отношения в армии и улучшить условия службы для новобранцев, и тогда не нужно будет развивать в гражданах патриотизм. Он и так есть, они просто боятся за жизни своих детей. И это вполне нормально. Так что нужно воспитывать не население, а правительство, которое уже зажралось и думает, что им ни за что не придется нести наказание. А вы какую точку мнения придерживаетесь? И, возможно, у вас есть свои мысли по поводу этого. И как вы думаете, действительно ли только 11 человек виноваты в облавах? Или их на самом деле намного больше, а этих сделали просто козлами отпущения, как, в принципе, довольно часто бывает в Таджикистане? Будем рады обсудить с вами эту ситуацию. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.